евреев, который в Позднях сказал, что это жертва НКВД. Когда я стал изучать материалы раскопок, то я, к своему удивлению, не нашел никаких доказательств тому, что это расстреливали органы НКВД. Поэтому я увлекся этой темой. Сначала я проверил все доказательства, выдвинутые Поздняком и его компанией. Не нашел ни одного реального доказательства, потому что там НКВД расстреливал. А потом взялся за изучение настоящей истории, что, когда и сколько людей расстреливали Куропатов. Значит, расстрелы Куропатов начались в июле 1941 года. Начало этих расстрелов Анзас, команда 8, Анзас группы Б, под командованием Отто Бредкиша. Отто Бредкиш был осужден в Мюнхене в 1961 году. Все материалы судебного процесса есть. Потом, когда Анзас группа ушла на восток, на их место прибыл второй литовский полицейский батальон под командованием Лехгаллера, под командованием Лехгаллер был 11-й батальон, а второй был под командованием Кугулявича. Они потом расстреливали, октябрь-ноябрь месяц. Потом был 41-й украинский батальон, который там проводил расстрелы. В конце августа, начало сентября расстреливал 322-й полицейский батальон, который был сформирован в Австрии, в Вене. Вот эти и расстрелы длились до декабря месяца. Уничтожение длилось, потому что уже в декабре месяце, когда начались заморозки, когда земля промерзла, людей уже не расстреливали, их заводили в блиндажи и просто взрывали. Чтобы не копать ямы, в блиндаж заведут, взрывчатку положат и взорвут. И вот это вот я все описал, и вот это вот книги Куропаты, Куйскоток, исторических сенсаций. То есть здесь полностью различали всех фейков по Куропатам. Ну и недавно, буквально в сентябре месяце, у меня была издана книга «Березянка». Это деревня Сестра Хатыни. Немцы сожгли в Березянку около 40 человек. То есть кто-то был расстрелян рядышком с деревней. То есть по разным данным можно найти 41 человек, 42 человека. Но сожжено было достоверно 40 человек в этом деревне. И 20 человек с этой деревни ушли в партизаны. То есть в этой книге описано как уничтожение самих жителей, так борьба жителей Березянки и, соответственно, история деревни до войны и после войны. Примечательной деревня была тем, что до войны здесь 2 года отдыхал Якуб Колос. Приезжал каждое лето. Сначала рядом был хутор Устье, сначала там и 2 раза в Березянке. Ну, здесь даже хотел построить свою дачу. Но в 1941 году началась война, и ничего построить так и не удалось. Вот вкратце то, что написано вот этих 2 книг.